Действительно хорошие новости для таджиков. Многие смогли выдохнуть с облегчением. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. После того, как одному из государственных поставщиков продовольствия были предоставлены льготы, цены на продукты питания в некоторых магазинах Душанбе снизились. Если неделю назад мешок муки казахстанского производства стоил до 250 самани, то после предоставления налоговых и таможенных льгот государственному унитарному предприятию по производству, закупке, хранению и реализации товаров первой необходимости в городе Душанбе, цена в магазинах на мешок муки снизилась до 235 самани. Вот что сообщил об этом продавец одного из магазинов ГУП Раджабали Муким. Например, 250-килограммовый мешок муки первого сорта производства Казахстана стоит сейчас 235 самани, второй сорт 200 самани. 5-литровая бутыль растительного масла российского производства стоит 70 самани. Пакистанский рис, он сейчас самый дешевый, стоит 10 самани за килограмм. К нам приезжают закупаться из Шахринавского района, из Гисара, Варзобского района. Все только благодарят. В конце июня, внеся изменения в закон о государственном бюджете на текущий 2023 год, Меджлиси Намаяндагон, Нижняя палата таджикского парламента, освободила от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 50% и полностью от уплаты таможенных пошлин ГУП производства, покупка, хранение и продажа предметов первой необходимости в Душанбе. Таджидин Джаборов, житель столичного района Сино, который закупается в магазинах этого предприятия, говорит: будет еще больше пользы, если будет больше продовольственных ярмарок, где, например, могут покупать товары первой необходимости нуждающиеся бедные люди. Однако цены в регионах и других городах страны практически не изменились и для малоимущих остаются очень высокими. Эксперты говорят, что предоставление таких льгот не должно отрицательно повлиять на выполнение бюджета. И в то же время, если такая практика даст хорошие результаты, то этот опыт можно будет внедрить и в других регионах Таджикистана. Саиджафар Усманзада, глава Демократической партии Таджикистана, отметил: у жителей Душанбе нет приусадебных участков, чтобы там выращивать для себя сельскохозяйственную продукцию. Все жители живут на зарплату и работают на производстве, в других отраслях народного хозяйства. Здесь же учится и большое количество студентов из других регионов Таджикистана, поэтому было решено предоставить такие льготы в первую очередь жителям столицы. Экономисты подсчитали, что такое решение не нанесет большого ущерба бюджету Таджикистана. В последнее время парламент Таджикистана ежегодно частично освобождал ввоз товаров первой необходимости для жителей Душанбе от налогов. Однако на этот раз импорт продуктов полностью освобожден от налоговых пошлин и платежей. Вместе с тем, хотя и цены в магазинах столичного ГУП и ниже рыночных, однако это не сильно влияет на цены и на всех столичных рынках. Перед любыми праздниками, такими как Иди, Рамазан и Иди Курбон, цены на товары и продукты на рынках Таджикистана резко повышаются, но после праздников не возвращаются на прежний уровень. Как вы относитесь к такой ситуации? Видели вы уже продукты по скидкам? Ну, а у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.